Здравствуйте, в эфире программа «История башкирских родов». У микрофона Максим Курников, и вместе со мной в студии руководитель автономной некоммерческой организации «Шажире» Салават Хамидуллин. Здравствуйте. Здравствуйте. Думаю, слушатели привыкли к тому, что мы иногда стараемся через историю одного конкретного рода поговорить, в принципе, о том, как жили здесь не только башкиры даже, да, еще до того, как башкиры осознали себя таковыми, как здесь жили кочевники разного времени. Потому что так или иначе, но эти имена, они несут с собой, имена родов, я имею в виду, да, они несут с собой историю гораздо более древнюю, чем ту, которую мы привыкли ассоциировать с историей Башкортостана, вот как какого-то государственного, в том числе, образования. Ну что ж, сегодня поговорим о роде Уран. В двух словах, какое у них географическое расположение? Ну, род Уран, он очень небольшой, там порядка 15-16 аулов, и они сосредоточены, в общем-то, на компактной территории. Все эти деревни уранские расположены на территории Янаульского района. Это вот самый, так сказать, северо-запад нашей республики. Ну, говорят, что уранские селения некогда располагались и по ту сторону Камы, на территорию, значит, Удмуртии. Ну, также были, может быть, в более ранний период времени и на территории, вот, что сейчас мы называем Пермской областью. Ну, род Уран, он очень такой интересный. И понимаете, какая, скажем, тонкость есть, да? То есть, есть много родов, которые не отразились в общемировой истории. А Уран как раз вот из тех, чье имя отразилось и даже в таких классических трудах, как Рашид ад-Дин, там Джами ат-Таварих, персидский историк знаменитый, значит, Геродот, да, мусульманского средневековья. Откуда имя, давайте сначала. Откуда имя, да. Имя, в общем-то, фиксируется, это имя Уран среди, как это назвать? Мы это называем Дешт-Кипчаком, да, Кипчакская степь, иранское слово Дешт – степь. В русских источниках ближе к территории современной, значит, Южной России и территории Украины это называлось Половецким полем. Поле, значит, или Дешт-Кипчак, в общем-то, в исторической науке это почти что два таких конгруентных названия. Половецкое поле и Дешт-Кипчак считается, что это вся вот эта степная часть Восточной Европы, плюс там, значит... До Волги. До Волги и дальше да, вся степь Казахстана и, значит, до Иртыша и до Алтая, в общем, к этому относится. Ну, и всегда вот как предполагалось, что вот единое такое пространство, там, что вот там живут кипчаки, вот как пишут в источниках, ну, не более чем это наши, так сказать, современные, да, и там какая экстраполяция каких-то представлений на прошлое. На самом деле, там никакое-то не единое было пространство. Даже в русских источниках Половецкое поле там делится на там, массу каких-то орд, Бурчевичи, Таксобичи, масса других. Во главе каждой орды там стояли какие-то свои ханы. Также и на Востоке было. Это не было единое какое-то пространство. И не было такого единого народа половцы или там кипчаки. Или, как их на Западе называли в Европе, куманы, не было. Все вот эти названия, куманы, половцы, кипчаки, не более чем политонимы, собирательные названия для обозначения вот этих кочевников именно вот для этого периода времени, там, середины XI века до начала XIII века. Причем различного происхождения и тюркского, там, и монгольского, и так далее, и так далее. И одним из таких племен вот как раз и было племя Уран. В исторической литературе, особенно вот у исследователей Казахстана, вот такой был там Ахинджанов, или, может быть, и сейчас есть, я не знаю, у него есть работа «Кипчаки в истории средневекового Казахстана». Вот он уранцев, кстати, вот это и племя Елан башкирское тоже, он считает, что это просто синонимы, различные по звучанию, но синонимичные, значит, этнонимы. Означает змея, Елан по-башкирски змея. Уран якобы, значит, в тюркских диалектах тоже змея. Но я тут на самом деле, я проверил это, существовал такой тюрко-арабский словарь, составленный в XIII веке. И там, на самом деле, я посмотрел, вот перевожу, змея, арабы там пишут, змея Илан, а змея гадюка – это Уран. Что из этого выходит? Из этого выходит то, что, значит, Елан, вот это башкирское племя Елан и Уран, фактически одно и то же племя, просто вот как бы разновидности названия. Почему змея? Потому что, видимо, кочевники с Востока, на Востоке очень было распространено, он в Китае до сих пор, там драконы, там и змеи и так далее. Какие-то такие существа. Надо понимать, что ислам эту землю пришел довольно поздно, да, и какие-то тотемические еще традиции могли оставаться. Даже тамги начали проверять. Есть работа такая известного нашего, по-моему, Зуев, такой тоже казахстанский исследователь. Племя Кай еще есть. Племя Кай. Кай тоже по-монгольски змея, как он утверждает. Вот Елан, Уран и Кай. Распространенно. Да, понятно. И вот у них тамга в виде змеи, она так и называется. И здесь, естественно, сразу на ум приходит пассаж армянского автора Матвея Десского, вот мы тоже в одной передаче его упоминали про Елан, что где-то в середине XI века римляне выдержали ужасные атаки. Большое число провинций было разорено, предано избиению, обращено в руины печенегами. Так как народ змей, делают на этом акцент, то бишь либо Уран, либо Елан, либо Кай, как это по-монгольски звучит, нарушая границы своей территории, перешли земли рыжеволосых.
Рыжеволосые – это же сары, то есть это кипчаки, половцы, рыжеволосыми их называли. И эти мигранты изгнали агузов и печенегов, и все эти народы объединились, обратив свою ярость против римлян. Вот римлян – это потому что это византийцы, да. Ромеи, то есть как бы Византия – это второй Рим. Первый Рим – это языческий Рим, потом византийский Рим. И Москва, Третий Рим. Все историки ссылаются вот на этот пассаж, и якобы вот здесь мы видим впервые, значит, упоминание о этих племенах. И вот с востока ринулось какое-то племя, которое ударило, и вот как по эффекту домино вот вызвало вот эту огромную миграцию, которая докатилась до стен Константинополя. Но так ли это или не так, я думаю, будет написано не одно еще там исследование. Выходя из области предположений, обращаясь уже к Рашид-ад-Дину, который, значит, описывал деяния Хорезм-Шаха Мухаммеда, мы знаем, да, то есть накануне монгольского вторжения Хорезм усилился, была династия Хорезм-Шаха, и вот он начал войну, вот этот Хорезм-Шах Текеш с Кадир-ханом из племени Уран, или просто его называли Кадир-хан Уран, который правил в Сыгнаке. Сыгнак – это сейчас такой поселок, по-моему, в Южно-Казахстанской области, в средней течении Сардари где-то. Ага, ну это да, вот. Недалеко от Орала. Вот, Сыгнак. Вот. И вот, в общем-то, там была столица в Сыгнаке вот этого Уранского ханства. Мы условно называем, значит, Урано-Кипчакское ханство, хотя, может быть, они даже и не знали там, то есть не применяли к себе слово Кипчак. Так вот, это Уранское ханство, в общем-то, оно усилилось, и вот большую проблему создавали для, значит, Хорезм-Шаха Текеша и последующих Хорезм-Шахов. Текеш сражался, значит, с предводителем этих уранцев Алапкара Ураном. Потом они в итоге предложил ему заключить политический союз. И вот его скрепили брачными узами. Алапкара Уран выдал одну из принцесс своего ханского рода за Хорезм-Шаха Текеша. И вот как раз эта женщина, Теркен-Хатун, так называемая, известная в истории, очень известная, была матерью последнего султана Хорезма, султана Мухаммеда. Вот что они, значит, писали, что вот она, это была женщина несгибаемого характера, очень строгого и властного темперамента. Во время правления своего сына она имела титул Худавенда и Джихан, то есть госпожа мира. Давайте напомним, это какие века? Это конец XII века. То есть это средневековье в разгаре. Да, XII век, начало XIII века. Вот. Потом уранцы сложные были отношения с Хорезмом. Да, однажды даже, когда во время одного сражения, когда хорезмийцы воевали с какими-то, значит, соседними ханствами, уранийцы, составлявшие центр армии Хорезма, в самый ответственный момент перестали, значит, продолжать наступление, бросились грабить обоз, и написано, как историка Джувини, армия ислама была наголову разбита. Вот. И, кстати, фактически Уранийское ханство стало вассалом хорезмийского султаната. И вот один из, скажем, представителей этой ханской династии, Каир-хан Уран, правил в самом восточном городе султаната Атраре. И как раз в этот момент, мы знаем, да, это Атрарский инцидент, который стал тем казус белли, поводом к войне, который Чингисхан начал против Хорезмского султаната. В этот город Атрар прибыли монгольские послы, купцы, огромный караван. И Каир-хан, заподозрив, что там находятся шпионы, приказал всех их истребить. Потом Чингисхан потребовал выдать ему этого Каир-хана на расправу. Хорезм-Шах Мухаммед отказался, гордо и заносчиво. И, в общем-то, это стало поводом к войне, приведшей к полному разгрому хорезмийского султаната монголами. Вот такая история интересная. И вот в сентябре 1219 года монголы подошли к городу Атрару. Началась 5-месячная оборона, героическая оборона этого города, которую руководил Каир-хан. Однако предательство одного из командиров ускорило падение города. Рашид-ад-Дин пишет: в живых остался Каир-хан с 2 людьми. Он по-прежнему отбивался и боролся. Монгольское войско окружило его в крепости. Он поднялся на какую-то кровлю и не отдавался. Оба тенукера также были убиты. У него не оставалось оружия. Тогда он стал бросать кирпичи и по-прежнему сражаться. Монголы постепенно окружили его со всех сторон и стащили вниз. Каир-хан казнили в Куксарае. И оттуда направились дальше. И все. Выражение «и все» его. Это Рашид-ад-Дин. Куксарай – это, значит, дворец был в Самарканде. Этого пленного привезли Каир-хана и, значит, убили его там. Вот Рашид-ад-Дин пишет: группа тюрков из родственников его матери, то есть Хорезм-Шах Мухаммеда, называемых уранийцами, были его спутниками, и они захотели его убить. То есть султан Мухаммед, последний Хорезм-Шах, бежал, вот его, оказывается, сопровождали группа вот этих уранийцев, как пишет, родственников его матери. Такие дела. В общем-то, монгольский разгром
привел к гибели Хорезмийского. Я вот этот момент обороны Атрара, он в истории Казахстана, потому что сейчас это на территории современного Казахстана все происходило, в истории Казахстана занимает, наверное, вот такое же место, как, не знаю, Куликовская битва в истории России. Проходит ее в школе просто несколько уроков, и я как раз, как человек, который учился в казахской школе, сейчас просто меня накрыло ностальгией, воспоминанием по 5 классу. Да. Даже фильм был, по-моему, «Гибель Атрара». Атрар сегодня в современном Казахстане это как раз такой красивый символ, там называют какие-то, не знаю, рестораны, там что, то есть Атрар это что-то такое очень важное. Обороняли-то уранцы, да? Уранцы, значит, вот. И вот как после этого разгрома, чем уникальный этот род? Он же его нигде в составе казахов нету, хотя, значит, у них ханство находилось как раз вот на территории современного Казахстана, и больше ни у кого нет. Видимо, они в те же самые средние века, когда монголы пришли туда, с учетом того, что они сражались на стороне против монголов, они поняли, видимо, так, что им надо куда-то двигаться. Им надо просто бежать. Небольшая группа уранцев бежала в Башкирию. Башкирия – это такой был медвежий угол, куда все вот различные мятежники стекались, где можно было отсидеться, укрыться. Вот они бежали в Башкирию, стали башкирами. Они, получается, шли, скорее всего, по Уралу, да? То есть они с Орала пошли туда, к Каспию. С Сырдарьи, так скажем, сверху, значит... с Приоралья, да, вот этого. Значит, Каспию и через современную Оренбургскую область, потому что, судя по всему, там они успели дать название нескольким рекам. Да, возможно, там они какое-то время там пожили, потому что эти речки, значит, получили название Уран. Большой Уран и Малый Уран. Возможно, да. То есть это мы можем только предполагать. Это притоки реки Самары. Да. По документам уже мы точно знаем, что Уранская волость и так далее, она вот на территории современной исторической Башкирии, сейчас на территории Янаульского района Республики Башкортостан. Давайте тогда подойдем к тем письменным источникам, которые нам позволяют уверенно говорить, что действительно они на момент конца Средневековья, начала нового времени действительно находились там, и за ними были закреплены определенные территории. Один из самых уникальных, наверное, документов. Называется у нас в книге даже такой параграф. «Жалованная грамота 16 века Башкиру Уранской волости». Вот, сохранился, значит, не сама грамота, копия, что ли, значит, переписана. В общем-то, в других уже более поздних документах эта грамота процитирована. Русские переписчики исказили его, там Авдуак Санбаев называет. На самом деле, вот по уранским преданиям и Шежре его называли Айсуак и Санбаев. Так вот, он получил грамоту от самого царя Беличелом, государю и великому князю Иоанну Васильевичу Уфимского уезда, Осинской дороги, Уранской волости, башкирец Авдуак Санбаев, и сказал, что за службы его пожаловал государь-царь и великий князь в той волости за Камой рекою пашенной земли, там столько-то, столько-то, столько-то. Вот, пашенной? Интересно. Вот, земледелие. Скотоводство. Да, то есть, причем тут интересно, за Каму реки, то есть, это где-то в Прикаме, скорее всего, имеется в виду левый берег, башкирский берег реки Кама. Да, за Камой, относительно царя, получается, за Камой. То есть, он получил жалованную грамоту. Это не значит, что это ему личное пожалование. То есть, получается, он был уже тогда служил царю Ивану Васильевичу Грозному, как служилый человек, поскольку это ему личное пожалование. Ему личное пожалование. Потому что вся волость, это уже другая история. А речь идет о личном пожаловании. Вот такой уникальный документ. Копия 1737 года. Шежире сохранилось у них? Шежире у них есть, да. Но оно такое... Вообще-то есть такой один из древнейших, как они считают, уранских аулов, Кисяк-Каин, в Янаульском районе. Они там пишут, чуть ли там у них там не в 1125 году, они говорят, деревня наша основана. Конечно, этого не может быть, но тем не менее, вот такое предание существует. Несомненно, что это одна из самых древнейших деревень. По историческим источникам понимаем, что уранцы, скорее всего, раньше 13 века не могли в Башкирии оказаться. Скорее всего, это было... по тем источникам, которые Да, после разгрома Уранского ханства, значит, вот они здесь уже спасались бегством. Либо мы можем говорить о том, что как раз те уранцы, которые спасались бегством и приехали на эту территорию, там был уже какой-то населенный пункт, которому они, соответственно... Да, может быть потом... и так, но сейчас, видите, это опять... Это не установить. Да, это мы просто говорим то ли так, то ли не так. Давайте тогда уже к тому периоду, 18-19 веку, какие истории взаимоотношения были, что с восстаниями, участвовали ли они в них, или были на стороне императорских, скажем так. Нет, там в восстаниях-то все там участвовали, по крайней мере, до 1735-40-х годов.
Вот когда была организована Оренбургская экспедиция, во время вот этого восстания, как реакция на Оренбургскую экспедицию, там произошел некий раскол среди башкирской старшины, сейчас, как сейчас говорят, элиты. Половина, в общем-то, хотела воевать, возмутиться по поводу того, что их отрезает от среднеазиатских ханств. От степи. От степи, да. А другая, значит, часть сказала, ну и ладно, отрезает, как бы, да бог с ним. Раскол произошел во время этого восстания. Но вот, наверное, больше всего интересно, что один из предводителей восстания 1735-40-х годов был башкир Уранской волости Халил Абдусалимов. То есть, все-таки там были участники этого восстания от 1735 года. Понятное дело, что они были участниками Пугачевщины. В Пугачевщине более активное участие. Знаменитый старшина Уранской волости Абдук Чаптарбаев, или называют Чаптарзяпов, захватил Камбарский завод. Это сейчас город Камбарка в Удмуртии. Переправился через Каму и, в общем-то, захватил вот этот Камбарский завод. Потом они вместе, отряды вот уранских башкир, вместе там с главным предводителем Каранай Муратовым. Каранай Муратов – это был башкирский сотник Бурзянской волости и походный старшина Бурзянской волости. Стал ставкой деревни Косева. Это сейчас город Нефтекамск. Потом собрал всех гирейцев, переправили через Каму и, в общем-то, заняли Сарапул, там Камбарку, там и, в общем, другие. Потом повели наступление на Мензелинск. Пугачевский полковник был Аид Саитов. В какой-то период времени, когда двигалась армия Пугачева на запад, в сторону Казани, в составе войск Салават Юлаева как раз вот примкнули вот эти уранские предводители Аид Саитов. Это деревня, по-моему, сейчас Кумово называется, в Янаульском районе. Род он хоть и небольшой, но себя тоже, в общем-то, проявили в разных событиях. В 18 веке вот как раз вот этот Абдук Чаптарбаев, он один был из таких значимых фигур тогдашней Башкирии. Он был кантонным начальником одного из кантонов, был башкиром Мещерятского войска. Много документов оставил в архивах, которые вот мы тоже читаем и изучаем. Они как-то были наказаны за участие в Пугачевском восстании? Нет, Пугачевское восстание, там ведь вот это же миф, что там Екатерина там такая, там сякая, злая, ничего. Мягче всего как раз вот обошлись с пугачевцами. То есть, я тоже думал, надо эта загадка. Почему? То есть, все были прощены. Вот кроме Салавата Юлаева, потому что он упорствовал. Казаков, крестьян, крестьян по жесткому да. Все. Башкиры были все прощены, все. Екатерина через Потемкина, не Григория Потемкина, а Павла Потемкина, значит, был председатель, племянник того Григория Потемкина, знаменитого фаворита. Павел Потемкин, он был начальником секретных комиссий. Екатерина через Потемкин дважды обращалась к Салавату Юлаеву. Покайся, сдайся. Когда уже все восстание было разгромлено, он там ходил и продолжал сопротивление. Покайся, сдайся. Но он парень горячий, молодой поэт и так далее. То есть, сдаваться не хотел, в общем-то, такой, видимо, был нонконформист, и сказал, нет, не буду. И в итоге, поэтому только он один и пострадал. Все ведь остальные были. И то ведь не казнен прощены. Ну да, на каторгу сослали. Остальных всех простили. Я думал, в чем причина-то вообще, почему такое? Ну, вот, видимо, это, во-первых, сама, то, что Екатерина все-таки она была европейкой, и второе, чувствовала, как бы, все-таки определенную долю вины в начале происхождения вот этого бунта. Пугачев свою вину она чувствовала, потому что она же дала формальный повод, в общем-то, свергнув императора Петра III, своего мужа, убив, дав почву для вот этого возникновения вот этого феномена самозванчества, да? Да. Вот. Она сама дала повод. И плюс, они же тоже прекрасно понимали, как бы, причину башкирского движения – это захват земель под заводы. И, кстати, это ведь движение добилось своих результатов. В 1775 году, в год окончательного прекращения восстания, был издан указ о запрещении строительства на территории Башкирии горных заводов. Потому что все эти заводы были уничтожены. Империя не смогла их восстановить все. Осталось очень мало времени. Давайте очень коротко. Что нам нужно отметить? Каких-то, может быть, известных представителей рода? Род, я же говорю, не очень-то большой. Да. Вот, допустим, Радик Гореев, вот известный наш Лев Лещенко или наш Кобзон башкирской эстрады, к сожалению, уже покойный. Был Гайнан Амирей, писатель. Сейчас вот есть у нас Фанави Салихов, он в филармонии работает, тоже замечательный, значит, певец эстрадный и оперный. Мы говорили об истории рода Уран с Салаватом Хамидуллиным, руководителем автономной некоммерческой организации «Шежере». До свидания. До свидания.